Предлагаем вашему вниманию итоговый выпуск новостей на телеканале «Якутия-24». На самых заметных событиях среды, 23 сентября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. В Якутию поступила вакцина от COVID-19. Кому поставят прививки первыми? Деньги поступят позже. Госкомзанятости Якутии пояснили причину задержки выплаты пособия по безработице. Якутия стала триумфатором финала национального чемпионата WorldSkills Russia этого года. Итоги подвели организаторы и участники сегодня. Лесные пожары уничтожают тонны заготовленного сена. Кто возместит убытки? Древнее захоронение обнаружили недалеко от Якутска. Археологи изучают уникальную находку. Экологический автопробег через всю Россию продолжается. Как далеко можно уехать на газовом топливе? Президент Владимир Путин в эти минуты встречается с членами Совета Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии Верхней Палаты Российского парламента. Это первая встреча главы государства с сенаторами после изменений, внесенных в Конституцию и затронувших, в частности, ряд статей, которые регламентируют деятельность Совфеда. Президент поручил до конца года наверстать отставание в создании новых мест в детсадах, хотя оно и произошло по объективным причинам. Путин также поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми и потребовал исключить срывы в доплатах педагогам за классное руководство. За минувшие сутки в Якутии зафиксировали 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть из них, 35, выявлена в столице региона, куда уже начала поступать вакцина от коварного вируса. Кто уже получил прививку от COVID-19, а кому еще предстоит ее получить, знает Петр Васильев. В Якутию поступила пробная доза вакцины Гамма-Ковид-Вак, предназначенная для профилактики новой коронавирусной инфекции. Первыми ее получили сотрудники медучреждения Якутска, непосредственно работающие в так называемой красной зоне. Это вакцина производства Института микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи. Вакцина прошла регистрацию. Она не содержит живых вирусов коронавируса. Действующим веществом являются рекомбинантные аденовирусные частицы и предназначена только для вакцинации взрослого населения. Всего в наш регион поступила партия вакцины в количестве 42 штук. Такое малое число объясняется тем, что на данном этапе идет проверка логистики. Как объясняют специалисты, этот процесс достаточно сложный. В первую очередь тем, что вакцина от COVID-19 должна храниться исключительно при температуре в минус 18 градусов. Сама вакцина двухкомпонентная. Каждая доза состоит из 2 флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом в 3 недели. Предполагается, что вакцинация поможет выработать у привитых людей иммунитет к коронавирусу сроком до 2 лет. Поставки препарата в Якутию начались на прошлой неделе. Сегодня специалисты прорабатывают маршрутизацию вакцины. У нас среди групп риска обозначено 2 группы риска. Это прежде всего работники социальных учреждений, которые сегодня работают в закрытом режиме. Это достаточно сложный режим работы. Ну и кроме того, хочу обратить внимание, что 3-я группа является под вакцинированием. Это учителя наших школ. Ну и, соответственно, в такой последовательности будем работать. Всего для нужд медперсонала, работающего с коронавирусом, в Якутию по соглашению поставят порядка 1000 доз препарата. Уже после получения вакцины группами риска добровольная вакцинация начнется и для населения. Петр Васильев, Григорий Николаев, Якутск. Пострадавших во время пандемии в Якутии начнут бесплатно обучать с середины октября. Те, кто находится под угрозой увольнения или уже потеряли работу, выпускники школ среднего или высшего профобразования могут пройти курсы по стандартам WorldSkills. Курс рассчитан на 144 часа, это 3 недели. Учеба пройдет на базах 18 образовательных учреждений республики по 36 компетенциям. Желающие могут записаться уже сегодня. Для этого надо зайти на сайт Express WorldSkills, выбрать там свой регион, и там уже выйдут колледжи, компетенции, и там уже выбрать и записаться на эти курсы. Там есть указания, если выберете онлайн, то будет показываться еще дистанционные формы, да? Но в основном там очное обучение требуется.
В Госкомзанятости Якутии пояснили причину задержки выплаты пособия по безработице. Это внесение изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации. Ведомство сообщает, что в сентябре российское правительство продлило сроки выплаты пособий безработным гражданам за детей до 18 лет до 1 октября. Когда делали прогноз необходимых средств, расчеты вели исходя из срока выплаты только до 1 сентября, поэтому возникла дополнительная финансовая потребность на эти цели. Таким образом, безработные, успевшие перерегистрироваться до 11 сентября, получат пособие до конца текущей недели, а тем, кто сделал это после 11 числа, платежи поступят до конца следующей недели, то есть до 4 октября. Единую социальную карту жителя разрабатывают в республике. Она должна объединить платежные и нефинансовые сервисы предоставления услуг. Социальная карта может использоваться как льготный идентификатор, а также предоставит право на получение скидок при оплате товаров и услуг в организациях-партнерах программы даже за пределами республики, сообщил исполняющий обязанности премьера Якутии Андрей Тарасенко. Предполагается, что она будет интегрирована с уже существующими в республике приложениями и сервисами и значительно упростит процесс получения социальных услуг. Также будет объявлен конкурс предложений по официальному логотипу и названию карты, в котором сможет принять участие любой житель региона, отметил Андрей Тарасенко. Более 2,5 миллиардов рублей дополнительно направят на социальные выплаты для семей, в которых родился третий и последующий ребенок. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин. Решение о дополнительном финансировании принято в связи с обновлением количества получателей пособия. Средства поступят в 36 регионов страны. Сообщается, что в текущем году на социальные выплаты направят свыше 50 миллиардов рублей. Более 2000 учеников начальных классов в наступившем учебном году будут обеспечены горячим питанием. Данная социальная мера реализуется в рамках указа главы государства Владимира Путина. Рацион составляется с учетом полезности и пищевой ценности. Что делает каждое блюдо вкусным, узнала Татьяна Вахнина. Прозвенел звонок со второго урока. Большая перемена в школе номер 5 поселка Ленинский. Время завтрака. Первыми в школьную столовую идут самые маленькие ученики. Непоседы уже проголодались. Повара готовят очень вкусно и продумано меню. То есть в меню есть и углеводы, и фрукты детям дают, и выпечку, и бутерброды. Ну и вот мы кушаем каши. На завтраках сейчас немноголюдно и не особенно шумно. Каждый класс приходит в столовую в определенное время, согласно графику. После первоклассников за стол сядут их старшие товарищи. Каждый класс у нас по графику питается. Допустим, первый класс, после как первый класс уходит с пищеблока, со столовой, то следующим приходит второй класс и последующие классы. В столовой 5-й школы трое сотрудниц. В рамках вновь введенных правил, минимизирующих массовое скопление детей, забот у поваров стало больше. Приготовить, накрыть столы, вымыть посуду. Наряду с кулинарно-кухонными хлопотами особое внимание уделяется дезинфекции. Впрочем, школьные кормилицы все успевают. Ну, у нас, да, работы прибавилось. То есть это получается каждые 15 минут подход каждого класса. То есть это завтрак, каши, чаи, бутерброды, сыры, выпечка, фрукты. На обеды это горячие супы, это гарниры, мясные, рыбные блюда. Все заготавливаем сами повара здесь, полуфабрикатами никакими мы не работаем. Ранее завтраки на безвозмездной основе получали дети из малоимущих семей. В наступившем учебном году в рамках указа президента Российской Федерации бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся начального звена. Меню сбалансировано, оно составляется с учетом полезности и пищевой ценности. По-настоящему же вкусные блюда становятся благодаря мастерству поваров. Бесплатным горячим питанием в наступившем учебном году обеспечиваются чуть более 2000 учащихся начального звена. Стоит отметить, что рацион как у школьников младших, так и средних и старших классов одинаков. Татьяна Вахнина, поселок Ленинский, Алданский район. На 7-м национальном чемпионате WorldSkills Russia сборная региона улучшила свои показатели сразу на 10 позиций и стала победителем в номинации «Прогресс года». Из-за пандемии чемпионат впервые прошел в дистанционно-очном режиме и собрал около 3000 участников из всех регионов страны.
Итоги чемпионата подвели сегодня его организаторы и участники на видеоконференции. Подробности у Юлии Михайловой. Около 100 молодых профессионалов из Якутии соревновались по 74 компетенциям и завоевали 24 награды, 9 медалей и 15 медальонов. В прошлом году в копилке Якутии было 4 медали и 2 медальона. Завоевали золотую медаль. Это горно-геологический техникум по компетенции геодезии. Это молодые ребята, они уже выпускники этого колледжа. И это показывает, что лучших геодезистов в России готовит Республика Саха-Якутия. Также Якутский промышленный техникум показал очень неплохие результаты. Там у нас есть ювелиры, там серебряная медаль, это молодой профессионал и юниор, и огранка ювелирных вставок, это тоже бронзовая медаль. 3D-моделирование для компьютерных игр, там тоже выиграли серебряную медаль. Наш студент, это СВФУ, колледж инфраструктурных технологий. Непростым был путь к победе у молодых геодезистов. Программа обучения в техникуме по специальности геодезия оттачивалась от чемпионата к чемпионату. Результат кропотливой работы – соответствие мировым стандартам. Это прежде всего очень большой стимул для стремления к высшему, очень большой опыт. И мы пришли к выводу о том, что, оказывается, наши учебные программы по специальности геодезия отвечают всем мировым современным стандартам. Именно его ученики Александр Сантоев и Павел Спиридонов, выпускники горно-геологического техникума, завоевали золотую медаль в компетенции геодезия. Таким профессионалам будут рады на любом предприятии. Это огромное достижение как для меня, так и для нашей команды и вообще, в общем, для нашей республики Саха-Якутия. Это результат образования и подготовки горно-геологического техникума, уровень профессионализма нашей команды. И, разумеется, это будет огромнейшим плюсом при трудоустройстве в любое предприятие, либо компанию, связанную с геодезией. Впереди у якутского движения WorldSkills не только улучшить результаты 8-го чемпионата по тем направлениям, где до победы не хватило буквально полбалла, но и расширить перечень направлений профессиональной подготовки по мировым стандартам. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, телеканал Якутия-24. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее на канале Якутия-24. Лесные пожары уничтожают тонны заготовленного сена. Кто возместит убытки? Древнее захоронение обнаружили недалеко от Якутска. Археологи изучают уникальную находку. И экологический автопробег через всю Россию продолжается. Как далеко можно уехать на газовом топливе? Начинаем нашу программу. Примерно 900 тонн заготовленного сена уничтожено лесными пожарами в Якутии. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. Наибольший ущерб огонь нанес хозяйствам Татинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Намского и Мегино-Кангаласского улусов, а также столицы республики. Главам районов рекомендовано приобрести необходимое сено, в том числе за счет бюджета муниципального образования, сообщили в Минсельхозе. Также пострадавшим необходимо предоставить министерству пакет документов по приобретению и транспортным расходам для перевозки кормов, а также документы, подтверждающие уничтожение заготовленного сена. Ледообразование на реках республики в этом году ожидается позже установленных сроков. Об этом сообщает Якутское управление гидрометеослужбы. На реке Яне образование льда начнется примерно 4-5 октября, на Индигирке 7 числа. На участке реки Колымы, Зырянка-Среднеколымск появление льда возможно 10 октября. На реке Лене процессы ледообразования также начнутся позже. На реках Алдан и Вилюй лед образуется 15-17 октября. На реке Анабар 2, а на реке Оленек 4 октября. Отмечается, что сроки могут колебаться в зависимости от погоды. Группа ученых СВФУ подготовила базы данных озер регионов Северо-Востока России. Исследование проводит российско-германская лаборатория по изучению экологического состояния Арктики. Всего подготовили и зарегистрировали в Госреестре 4 электронных баз данных, содержащих обобщенную информацию об озерных экосистемах бассейна реки Хатанга в Красноярском крае. Об этом сообщила агентству ТАСС профессор Института естественных наук Людмила Пестрякова. Также профессор рассказала, что ученые сформировали электронную
электронную базу данных состава водорослей арктических озер бассейна реки Лена. В Нюрнбергском районе прошли массовые проверки автолюбителей. Данное мероприятие направлено на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Что показала проверка и какие были выявлены нарушения, расскажет Сергей Козюра. На протяжении 4 дней в усиленном режиме сотрудники Нюрнбергского отделения ГИБДД патрулировали дороги района. Цель данного рейда – снижение дорожно-транспортных происшествий в результате грубейших нарушений правил дорожного движения. Данное мероприятие проводится на оживленных участках дороги Нюрнбергского района. Задействованы все автопатрули, имеющиеся на балансе госавтоинспекции по Нюрнбергскому району. Мероприятия будут проводиться не только в вечернее время, но и в дневное, а также и в утренние часы. Массовые проверки выявили 161 административное правонарушение, из которых в отношении 2 водителей составлены материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А в отношении 1 водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хотелось бы пожелать водителям хороших дорог и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Также в ходе рейда проводились досмотровые мероприятия на наличие в автомобилях наркотиков и незарегистрированного оружия. Следует отметить, что на территории Нюрнбергского района наблюдается снижение грубых нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств. Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри. Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу почти всех сфер услуг. Почта России не стала исключением. Так, из-за резкого увеличения интернет-заказов пришлось внепланово закупать дополнительную спецтехнику. Часть уже прибыла в Якутск. Что именно было закуплено и ускорит ли это доставку товаров, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. У работников автобазы регионального филиала Почты России радостное событие. На днях прибыл новый автотранспорт. Это 6 легковых «Лада Ларгус» и 1 большегруз. В эти дни все водители здесь заняты тестированием новых машин. Новой технике всегда рады у нас. Ну, последний раз у нас 5 лет назад грузовые машины приходили. Сейчас вот новая еще пришла. Ну, эту сейчас будем пробовать. Она на пневмоподвеске, коробка автомат, двигатель Каменс. Первый раз такая у нас, так что будем испытывать. Данная техника приобретена внепланово, так как в период пандемии резко увеличился поток интернет-заказов, и для их скорой доставки необходим дополнительный транспорт. Мы в этом году увидели, что в связи с пандемией увеличилось спрос, количество заказов на доставку на дом посылок, письменной корреспонденции, пенсий. И в связи с этим мы расширяем штат наш курьеров, доставщиков. И вот для этих целей мы дополнительно закупили этот автотранспорт. Новые машины, как сообщили в автобазе, имеют современную комплектацию с учетом дополнительных требований к специализированным видам транспорта. Они оснащены кондиционерами и имеют расширенный функционал, чтобы водителю спецтехники было комфортно на нем работать. Раньше у нас машины девятки были. Ну, сейчас они тоже ездят. Но им уже по 7-8 лет. То есть, как бы, серьезный срок такой. А это новая машина, ну что. И вот ИМС, там несколько машин будет, и нам тоже туда в автобазу передадут. Эта техника приобретена для нужд отделений Почты России именно в городе Якутске. Также буквально через месяц в столицу доставят еще 26 единиц транспорта, но уже для нужд районных филиалов. В целом Почта России до конца этого года на почтовые маршруты Дальнего Востока планирует запустить 216 новых машин, в том числе 62 автомобиля курьерской доставки. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Археологи обнаружили место древнего якутского захоронения. По словам ученых из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, по предварительной оценке захоронению уже несколько веков. Возможно, оно сделано в 17 веке, но есть вероятность, что находка еще старше. Какую пользу это захоронение принесет науке, знает Юрий Осипов. Не обязательно ехать за 3-9 земель, чтобы сделать открытие. Так, место, где нашли древнее захоронение, находится буквально в 15 километрах от города Якутска. Здесь группа археологов проводит раскопки и собирает материалы для исследований. По предварительной оценке находки более 3 столетий, то есть захоронение было сделано в 17 веке. Но есть вероятность, что находка может быть даже старше. Исходя из внешних признаков, можно сделать вывод, что останки принадлежат мужчине.
В составе сопроводительного инвентаря обнаружены украшения, в частности гривна металлическая, серьга одна и шейные украшения крестообразные. Ну, то есть, если говорить вообще об украшениях мужских погребениях, такое встречается достаточно редко. На моей памяти их всего несколько штук, и то это раскопки прошлых лет. Археологи работают здесь уже 3-ю неделю. Сейчас идет процесс расчистки внутреннего пространства гроба. Работа очень кропотливая и занимает много времени. В этом захоронении вы видите, что особенности древесина в очень плохом состоянии. И тут требуется осторожность, поэтому. Ну а в целом можно охарактеризовать как удовлетворительное. Ну и кость тоже не очень хорошей сохранности. Но металлические предметы, особенно железо, они полностью практически разрушены. Но предметы из цветного металла, они очень даже в хорошем состоянии. Впереди еще много работы. Перед учеными стоит задача бережно извлечь находку и уже в лабораторных условиях все тщательно изучить, чтобы в результате получить более точные данные. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Фильм «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова, одержавший победу на кинотавре, показали в Москве. В летнем кинотеатре «Гараж Скрин» собрались настоящие киноманы, любители фестивального кино и известные критики. На показе также побывала и наш корреспондент Айсана Бурнашова. Первый показ фильма «Пугало» вне фестиваля. Чтобы познакомиться с новой кинолентой Дмитрия Давыдова, москвичам пришлось вставать в очередь. Весь сеанс продан. Более того, из-за аншлага мы добавили второй сеанс, который тоже состоится сегодня. Он тоже весь продан. Якутский фильм с русскими субтитрами. На большом экране зрители увидели Пугало, знахарку, исцеляющую людей своим телом. Ее дар, ее же мука, ведь именно из-за него по сценарию фильма местные жители сторонятся ее, буквально обрекая героиню на отшельничество, гонимая всеми и отовсюду, непонятая. Но какой бы сложной ни была ее судьба, запахом алкоголя и примесью крови она находит в себе силы и дальше помогать людям, вновь и вновь принося себя в жертву. Пустота, зеркало, национальная Кырымпа. Так тонко и бесшовно показать смесь драмы, этники и притчи не удавалось еще никому, уверяют зрители. Фильм действительно превзошел все ожидания. Отец долго жил и работал в Якутии, и я не понаслышке знаю, что там действительно существуют такие волшебные люди. И по отношению к ним, как в кино, показано достаточно разное. Я как зритель думаю, что это кино должны посмотреть, наверное, все через много-много лет, поэтому фильму, я надеюсь, будут оценивать в целом и 2020 год, и вообще российский кинематограф. Под впечатлением остались и ведущие кинокритики страны. По части авторского кино это фигура номер 1 в Якутии сегодня. Ну и, конечно, победа Пугало на кинотавре совершенно закономерна. Но сегодня, мне кажется, что это одна из вершин. Ну, одна из, потому что фильмы очень разные. Но вот в своем этом языке такой драмы, трагедии сельской этот фильм, мне кажется, просто превосходен. Сложно представить, но фильм «Победитель кинотавра» был отснят всего за 10 смен из-за минимальный бюджет в 1,5 миллиона рублей. После показа режиссер признается, в кадре жители Амги в качестве декораций реальный сельский быт. Сняли, да, за 10 смен, потому что у нас были сложности по оборудованию, по команде, потому что кто-то спешил на другие проекты. Но для меня, как для автора, в первую очередь было раскрытие идеи и рассказать историю. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что я справился с этим. В этот день зрители прониклись искренней историей Пугало. Своей картиной Дмитрий Давыдов буквально раздвинул границы чувств и человеческих переживаний. Впереди у фильма большие планы. В российский прокат фильм выйдет весной 2021 года. В якутских кинотеатрах его также можно будет увидеть в следующем году. Киноленту «Пугало» ждет и участие на международном кинофестивале класса А, поэтому о достижениях этого фильма мы еще услышим. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
Экологический автопробег продолжается. Напомню, он стартовал 11 сентября в Санкт-Петербурге и призван продемонстрировать преимущество использования природного газа в качестве моторного топлива. Колонна машин едет через всю страну. Конечной точкой автопробега станет город Мирный. В путешествие отправился и наш коллега Александр Хавренко. Сегодня участники побывали в городе Новокузнецке. Я передаю слово Александру. Приветствую вас, коллеги. За моей спиной башня Кузнецкой крепости. А это значит, что мы добрались до Кузбасса, до города Новокузнецка. Позади 26 городов, 5000 километров. Дороги в России, как это ни странно, оказались довольно качественными, и мы не почувствовали никаких проблем, никаких неурядиц не случилось. В каждом городе, куда мы заезжали, есть газовая заправка, и наши железные кони не испытывали проблем с топливом. Ну, а о своих впечатлениях о поездке поделится сейчас один из членов нашей группы, один из участников автопробега, водитель замечательной автомашины «Лада Ларгус» Сергей Филиппов. Мои впечатления о поездке замечательные, качественные дороги, ровные. По нашему пути следования в каждом городе есть заправки газовые. Ну, не знаю, как дальше будет. Ну, пока есть. Но это был город Новокузнецк, а мы движемся дальше. И следующий город по пути нашего следования – город Кемерово. Такой мы увидели среду, 23 сентября. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.